в цифровую площадку, и мы в прямом эфире сейчас совсем скоро встретимся с нашими коллегами. Что еще хочется сказать? 22 по 25 июня по сегодняшний день мы проводим летний онлайн-марафон с участием 3 федеральных экспертов. Это очень здорово, когда у нас есть возможности благодаря нашим проектам привести сюда лучших экспертов. Это Светлана Баженова из Приморского края, город Владивосток, руководитель сети дальневосточно-ресурсных центров у нас работала. У нас работает сейчас к нам присоединится Жанна Котова. Это большой эксперт по культуре и по молодежным инициативам, грантовых конкурсов, и Михаил Комиссаров из Челябинска. Они прилетели к нам в Якутию, несмотря на плотный график работы, несмотря на их вообще достаточно плотный график работы, и мы очень благодарны, что они выкроили время и смогли к нам приехать. Но их приезд у нас получился благодаря нашим стратегическим партнерам, это Целевой фонд будущих поколений и фонд президентских грантов, и это очень здорово, что действительно в рамках проекта мы можем действительно использовать такие ресурсы, как экспертную поддержку. Сейчас мы в рамках летнего онлайн-марафона приступаем уже больше не к теоретической, а больше к практической части. Мы сегодня встретимся с вами в онлайн-режиме пока и увидим ваши проекты, и я надеюсь, что сегодня вы получите информационную, консультационную и методическую поддержку в реализации, прежде всего, продвижения ваших идей, проектов, мыслей. И я надеюсь, что эксперты действительно вам дадут дельные советы, рекомендации. Но, пользуясь случаем, мы хотим вас поздравить с наступлением лета, жары, праздника национального СЛ, который, к сожалению, в этом году опять прошел в онлайн-режиме. Но, пользуясь случаем, я хочу вам напомнить про общественную премию «Неравнодушный гражданин». Я сейчас попрошу коллег включить нам демонстрацию экрана и рассказать про общественную премию «Неравнодушный гражданин». Мы стали оператором данной премии в Якутии. Это общественная премия, очень хорошая история, которая была начата в городе Владивостоке, в Приморском крае, и она сейчас с 2015 года она имеется и успешно реализуется, проводится эта общественная премия в Приморском крае. С прошлого года к этой премии присоединится Сахалинская область, и они уже в этом году тоже продолжают, потому что история премии очень им понравилась, и люди начали, как говорится, друг другу равняться и действительно рассказывать о своих успехах, о своих достижениях, именно о неравнодушных подвигах и вообще историях, да, сердечных. В этом году к этой премии присоединилась Якутия, и мы являемся представителями этой премии в Якутии. К этой премии вместе с нами присоединился еще Камчатский край, и буквально в начале июля в Камчатском крае будут уже подведены итоги, во Владивостоке, в Приморском крае уже подведены итоги, и регионы уже определили, кто победитель, но я думаю, что победители все, потому что эти все люди, это неравнодушные люди, которые именно в период пандемии в 2020 году в непростых условиях оказали поддержку людям, которые нуждаются в поддержке и в помощи, старшему поколению, людям с ограниченными возможностями, благоустройства, охрана природы, очень много прекрасных историй совершено. И сейчас мы продлили прием заявок. Изначально он был у нас должен был завершиться 31 мая, но в связи с продлением ограничений COVID-19 мы эту премию, сроки приема заявок мы продлили до конца июня, потому что мы хотим все-таки общественную премию, финал этой премии провести в офлайн режиме, и мы надеемся, что либо в августе, либо в сентябре мы сможем с вами встретиться с неравнодушными гражданами, героями наших дней, которые действительно в период пандемии находились на фронту и оказывали поддержку. И что нужно сделать для этого? Для этого нужно зайти на сайт «Неравнодушный гражданин», выбрать из 4 регионов Республики Саха-Якутия и прямо нажать кнопку на «Подать заявку» и подать заявку по 5 основным номинациям. Можно спустить, пожалуйста, там внизу есть у нас номинации. Да, дальше вот у нас есть внизу номинации.
Да, вот, семья и дети, просвещение в области образования, мой город в области благоустройства, природа, в области охраны, защиты природы, культура и здоровый дух. Но смотрите, номинация «Здоровый дух» у нас расширена. Это не только физкультура, спорт, это не только здравоохранение, это и COVID-19. То есть люди, которые были во фронту, и волонтеры, и люди в социальной защите, когда работали 24/7 и не выходили из казенного учреждения, оказывали поддержку, и были созданы уникальные альянсы, когда действительно во время пандемии люди абсолютно безвозмездно, те же самые таксисты, например, оказывали нам поддержку, когда абсолютно бесплатно огромные ящики тяжелые возили в детские дома для того, чтобы действительно как-то сэкономить и бюджет детского дома, и побыстрее помочь детишкам, которые находятся в жесточайшей изоляции, не выходя из учреждения. Вот. И вы выбираете номинацию, абсолютно простая форма заявки, и успевайте до 30 июня подать заявку, и все заявки будут упакованы, сформированы и переданы экспертам. Будет создана экспертная комиссия из числа общественных деятелей, средств массовой информации, органов власти, и все они пройдут экспертизу, и эксперту отберут именно тех, кто действительно достоин финала. Но я думаю, что мы отметим всех, потому что, несмотря на... И тут мы не разделяем, кто больше, кто меньше. Самое главное, действительно, все, и мы надеемся, что финал состоится в очном режиме, потому что здесь действительно нужно пообщаться, поговорить и действительно делиться опытом. Вот такая вот история, и мы, пожалуйста, просим всех вас. Можно номинировать самого себя, можно номинировать других людей, коллег, друзей, соседей, которых вы знаете и прочитали, увидели, и вы знаете, что есть такая замечательная история, вы можете о них рассказать. И это очень здорово, когда вы можете номинировать и своих друзей, коллег. Давайте мы сейчас еще остановимся на сайте, на нашем сайте, посмотрим карту гражданских инициатив. Мы предлагаем вам сегодня и вообще ознакомиться с этим сайтом, потому что этот сайт специально создан для вас. Здесь можно рассказать о своих проектах, кстати, о своих проектах, о своих идеях, найти ресурсы. Это вот живая такая ярмарка проектов, где вы можете найти, помочь этим проектам, кому-то помочь такси, кому-то помочь написать о них статью, помочь им создать видеоролик, дать им организационную либо информационную поддержку. И сейчас буквально на самом деле эта карта помогает, эта карта работает, она живая, мы каждый день ее видим и очень радуемся, когда появляются идеи, проекты, и люди друг друга находят. Это некая наша социальная внутренняя сеть. Кроме того, эта карта помогает вашим идеям, организациям, инициативным группам быть информационно открытым и доступным, потому что пандемия COVID-19 показала нам о том, что действительно, если мы не открыты, если мы не говорим друг о друге, то мы никак не можем не найти наши благополучатели, не можем не помочь никому и еще не можем сами найти ресурсы. Поэтому карта гражданских инициатив прежде всего создана для всех нас, и в зависимости от того, насколько мы будем активно ее использовать и продвигать, и рассказывать друзьям, давай ты там найди ресурсы, я помогу тебе найти ресурсы, либо напиши там свои проекты, и мы можем там найти не только ресурсы, но и друг другу помочь. Вот. И кроме того, здесь на этой карте можно публиковать свои статьи, публиковать свои события, мероприятия. Вы увидите, что мы каждый день абсолютно обновляем нашу новостную ленту, да, и здесь можно рассказать о себе, и тем самым, когда вы будете в будущем участвовать в различных конкурсах, эксперты могут найти информацию о вашей деятельности, потому что сегодня, как показал второй конкурс 2021 года Фонда президентских грантов, эксперты очень жестче стали смотреть на информационную открытую доступность организации. Прежде всего, абсолютно бесплатно вы здесь можете публиковать свои новости, публикации, и это будет оцениваться очень здорово, и это очень хороший ресурс для тех организаций, которые не имеют сайта, имеют только соцсети, и нет возможности и нет такого человека, ресурса, который ежедневно ведет сайт, либо публикует новости, не знает где, и здесь действительно можно начать абсолютно бесплатно публиковать. Мы с нашей точки зрения, как является ресурсным центром, какие-то публикации мы можем продвигать дальше нашим партнерам, это
Сахаинформационное якутское агентство ECI, может быть Сахалайф, может быть ekpr.ru. То есть в зависимости от текста, контекста, события, которые есть, мы можем действительно публиковать, продвигать ваши идеи и проекты. Это очень здорово. Сейчас, вот буквально сейчас к нам присоединяются наши эксперты, и очень здорово, что мы как раз сейчас приступаем к проектам. У нас сегодня будут представлены, пока заявились 4 проекта, ну и думаю, что когда они уже начнут общение с экспертом, у них еще появятся другие вопросы и идеи, проекты, которых нужно поддержать и развивать. Я передаю слово, к нам присоединилась, как я еще раз повторяю, Жанна Котова, эксперт грантовых конкурсов многочисленных, и Михаил Комиссаров из Челябинска, тоже большой эксперт грантовых конкурсов в сфере НКО. Коллеги, как настроение? Ой, спасибо большое. Мы поели вашей вкусной национальной, вашей кухни, да, и мы искренне радуемся за вас. Все-таки какие экологические у вас чистые продукты. От этого огромный вкус, и поэтому очень важно, чтобы ваши проекты такие же социальные были, экологические, чистые, вдохновляющие. Поэтому, наверное, мы приступаем, да? Да. И мы сейчас буквально предоставляем слово Екатерине Егоровой, ведущему специалисту ресурсного центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов имени Алексея Лизеевича Кулаковского, Екатерина, включите микрофон. Пока Екатерина включает микрофон, я хочу следующее отметить. Смотрите, на самом деле мы сейчас будем относиться не с позиции, что мы тут оцениваем вашу заявку и даем. Мы будем относиться с позиции партнеров, которые хотят дополнить. Вот чтобы мы видели, как партнеры ваши, да, что можно было бы усилить ту или иную площадку. Поэтому эти 4 счастливчика, которые сегодня заявились, получат рекомендации, ну, скажем так, партнерские. И уверенно, все, что посчитают нужным, смогут это применить. Да, Екатерина, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Спасибо большое за предоставление времени. Я рада приветствовать всех экспертов. И на протяжении нескольких дней вашего марафона я получаю огромное колоссальное удовольствие, слушая. И мне очень информация это полезна. Я являюсь специалистом ресурсного центра в сфере национальных отношений. И поэтому у нас есть, хочу сейчас вам представить идеи проектов от нашего Дома дружбы народов и пару тех проектов, которые курирую и помогаю их авторам составить заявку, тоже направить. Да? Первый проект у нас от автономного учреждения Республики Саха-Якутия Дом дружбы народов. Это, мы назвали его «Креативная индустрия культурных ценностей народов, населяющих Республику Саха-Якутия». Проект планируется реализовывать в течение всего периода, да, реализации на 18 месяцев, даже меньше, с сентября 2021 по декабрь 2022 года, и он включает в себя такие мероприятия, как уроки гражданственности и межнационального общения, открытые мастер-классы «Секреты долголетия», то есть уроки гражданственности для более младшего поколения, для детей, да, целевой аудитории, открытые мастер-классы «Секреты долголетия» для более взрослых жителей города Якутска. Следующее мероприятие – это калейдоскоп календарных праздников, праздники всех национальных культурных объединений, которые в городе Якутске работают, и в Республике Саха-Якутия. Это дальше следующий. Да, школа межнациональных форсайт-проектов «Импульс» также может войти сюда как мероприятие, да, там семинары по социальному проектированию для молодежи. И уроки русского языка для детей иностранных граждан, они проводятся при поддержке, да. Каждое из мероприятий поддерживается различными структурами, и нашим учреждением в том числе организуется. Уроки и мастер-классы, творческие встречи для занятий рукоделием для женщин и детей иностранных граждан, нитью плетеная дружба народов. И кабинет медиации, встречи с психологами, медиаторами, конфликтологами по урегулированию, разрешению конфликтов, профилактике стихийных конфликтных ситуаций. Это вот те мероприятия, которые в течение года. И в 2022 году в ноябре мы хотим в этот же проект включить 5-й юбилейный форум
диалог народов, диалог культур, взаимодействие в межэтническом пространстве. Это такое мероприятие, которое у нас уже в 5-й раз будет проходить в нашем Доме дружбы, оно и инициировано, организовано. И это мероприятие хочется, поскольку оно будет юбилейное, хочется его провести шире. Конечно же, по опыту уже присутствия Zoom-площадки, да, мы также сможем включать в него выступления экспертов и по Zoom, и пригласить экспертов. Юбилейный форум будет включать в себя пленарную часть, дискуссионно-образовательную, культурную часть. Вот у меня такой вопрос по этому проекту. Можно ли включить вот этот вот форум, да, внутрь вот этого проекта, или же все-таки их разделить, ну, поскольку вот те, которые в течение года такие мероприятия, да, ну, как мероприятия, они же не одноразовые, то есть вот эти уроки или открытые мастер-классы, они регулярно будут проходить там по 2 или 4 раза в месяц, вот, то есть работа, она будет вестись планомерно, постоянно. Ну, форум, он как бы будет завершать какие-то итоги вот этой работы в себя включать, людей мы узнаем новых, они тоже будут приглашены на этот форум, какие-то, допустим, идеи в этом форуме, что нужно будет обсудить, мы в течение, вот, допустим, этого года тех же самых мероприятий определим, будем лучше знать, как сказать, ну, и потенциал, и запросы, на что нужно будет этот форум как бы сориентировать его работу. Вот, можно ли так объединить, сделать форум внутри вот такого проекта? Михаил? Ну, я полагаю, что форум в рамках проекта, в принципе, провести можно. Понятно, что не видя заявки, не видя всего того, что там будет, сложно говорить о том, насколько велика вероятность поддержки такого проекта. Если можно, подскажите, я верно понимаю, что мы сейчас говорим о новом фонде президентских культурных инициатив. Все правильно? Совершенно верно. Вот, потому что мы с вами понимаем, что фонд президентских грантов гораздо сложнее относится к разовым мероприятиям, да, в рамках подобных конкурсов. Вместе с тем, я одно могу сказать точно, что если форум будет частью проекта, а не состоять из проекта, это все равно будет лучше. Но при этом, конечно, точно сказать о том, как эксперты будут относиться, мы сейчас не можем, и не буду лукавить, скажу, что я, например, вебинар нового руководителя фонда еще не смотрел, мы последние дни полностью погружены в те процессы, что есть в Якутии, и вот еще не видел. Но, полагаю, наверное, если вы не смотрели, всем стоит вам это сделать. Я, во всяком случае, точно это собираюсь сделать в течение нескольких дней. И, исходя из этого, сделать выводы уже в контексте того, какая будет политика этого фонда. Но в любом случае, окончательно мы это поймем только, когда завершится первые 1-2 конкурса. Тогда можно будет с уверенностью, как в случае фонда президентских грантов, мы уже понимаем, не только исходя из положения формального, но в реальности, как что выстроено. Ну, кстати говоря, у фонда президентских грантов все, что написано в положении, соответствует тому, что есть в реальности. У меня еще такой вопрос, я вот здесь, честно говоря, сейчас не изучал до конца положение, но вопрос задам. Я верно понимаю, что у вас автономное учреждение, учредителем которого выступает орган исполнительной власти? Или я не так услышал? Нет, не выступаю. Ну то есть у вас обычно некоммерческая организация, и учредителей в органах власти у вас нет? Нет, в учредителях нет. Просто проговорили фразу учреждения, а в названии автономная... это есть Вот я консультировалась с юристом как раз таки Единого ресурсного центра по этому вопросу, сказать, что если автономное учреждение имеет возможность. Но у вас учредители У нас часто... просто автономное учреждение есть учрежденные органами исполнительной власти, поэтому Я он... поняла. Да, Михаил уточняет. У вас нет, да? Нет. А у вас кто учредители? Это граждане или организации? Смотрите, тогда, можно, Екатерина, понятно, мы вас сейчас, очень важно, чтобы вы взяли ваш устав, это относится к коллегам ко всем, пожалуйста, возьмите устав и четко просмотрите, то есть соответствует ли ваш устав
на тот грантовый конкурс, на который вы подаете. То есть вот этот фактор очень важный. Коллеги, ну вот я сейчас открываю просто устав ваш. Я верно понимаю, что мы говорим о автономном учреждении Республики Саха-Якутия, Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского? Ну, да, верно. Но если мы говорим об этом учреждении, то у него есть два учредителя. Это Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия и Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Вы не можете подаваться на этот Если конкурс. я верно понимаю, то я, честно говоря, знаю, что там точно не могут государственные учреждения, могут муниципальные. Учрежденные муниципалитетом. Учрежденные, то есть я абсолютно, на 99% уверен, что это юридическое лицо не может участвовать в этом Ваша нет, конкурсе. Екатерина, не может. Партнеры какие-то, наверное, да. Хорошо. Ну, хорошо, я поняла вас. Спасибо. Видимо, была дезинформирована и сама недостаточно изучила информацию. По поводу вчерашнего вебинара, да, там основная как бы линия директора вот этого фонда, все, что не разрешено, все, что не запрещено положением, то разрешено, собственно. Ну и он как бы говорит о том, что по мере проведения первого конкурса будет это положение еще и корректироваться. Конечно. Екатерина, можно я тогда вот еще дам, смотрите, скажите, пожалуйста, вы же сотрудничаете с многими некоммерческими организациями, которые работают вот как раз в межнациональном направлении, правильно я понимаю? Да, вы же можете... Мы как бы хотели для них и создать вот такие вот площадки. Замечательно. По сути, вы являетесь для них как единый ресурсный центр для как раз генерации идей, написания грантовых конкурсов, потому что вы уже узкопрофильные такие отраслевые ресурсные центры, которые рекомендуют, как лучше написать заявку, да, то есть как бы где самое главное актуальность обозначить. Очень важно, чтобы, смотрите, вот вы когда презентовали свой проект, я, к сожалению, может я прослушала, Михаил услышал, я не услышала актуальность проблематики. Это самая основная, то есть как бы вот боль, да, и всех проектов, потому что самое нужно понять, какая цель проекта, какая проблема и решается ли она тем проектом, который предлагается. То есть все очень просто. И вот здесь, понятно, вы в основном акцент сделали там на мероприятия, будем вот это делать, но мне кажется, уважаемые коллеги, кто сейчас даже будет выступать, смотрите, важно, чтобы вы четко понимали, а какая проблема есть, плюс доказательства этой проблемы, да, ну, например, вы сделали опрос социологический, да, вы фокус-группы провели, вы, возможно, то есть у вас есть ссылки на например, вот этот анализ сделал какой-то институт, то есть, ну, не знаю, там, отраслевое ведомство ваш, да, то есть, как ваше дело, там, муниципалитет, где проблема-то, конечно, безусловно, важная, в чем, то есть, сохранение языка, да, то есть, например, это адаптации новых, не знаю, там, или не только новых, но и приезжающих разных национальностей на территорию Республики Саха-Якутия, их адаптация, интеграция, да, то есть вот понять, потому что у вас же есть миграционные службы, у вас есть на это, безусловно, сотрудники, которые работают и проводят целый цикл, ряд мероприятий. И вы это можете указать, что ведется вот такая работа, но недостаточно, то есть вот, например, не хватает, все не охвачены, да, то есть и вам нужно это доказать, потому что, возможно, у вас статистики, и если мы откроем отчеты ваших, скажем так, органов исполнительной власти по этой тематике, мы увидим, что там все замечательно, и в отчетах, скажем так, обозначено, что проблема-то не актуальна, а вы ее заявляете как актуальную. То есть здесь нужно вначале выяснять, как говорится, отношениями внутри непосредственно, да, региона. У вас есть институт такой, как общественная палата, у вас есть такой институт, как вот единый ресурсный центр, пожалуйста, на площадке, где можно синициировать и поднять эту проблему, да, то есть вы, потому что видите, что она актуальна, но ее нужно подсветить, обозначить, начать работать до реализации, до подачи заявки на грантовый конкурс.
Михаил, что-то добавите еще вот по этому поводу? Ну, я хотел... По актуальности, потому что вот такой вопрос прям для многих. Я хотел сказать о том, что, на мой взгляд, может быть, даже не про актуальность, я думаю, уже Александра здесь все вам сказала, вкратце. Очень, надо смотреть проект. Я вам советую участвовать в конкурсе, если у вас есть партнерские организации. И очень важно, пытался найти положение, как-то оно засекречено у них там. Мне кажется, что очень важно всем нам всегда начинать с того, что если вы где-то хотите участвовать, вот мой вам совет, не ленитесь, я сам таким был, начинайте с положения. Потом смотрите сайт, потом все остальное, потому что сайт дополняет положение. Эксперты и вебинары дополняют положение, но не более того. Там обычно есть критерии оценки, там обычно есть сроки подачи, там обычно есть условия, какие документы, сколько лет должно быть организации, что это за организация. И 90% вопросов их у вас не будет. Тем более, что, ну вот просто вот мой вам всем совет. Начинайте с этого. И еще меня что резануло, Екатерина, ну лично, да, вот в части того, что вот мне так показалось, именно креативной индустрии, потому что я не услышала именно цикл мероприятий в данном направлении, но услышала в названии. Это примерно так. Год добровольчества, все пишем про добровольчество, то есть и вставляем в свои названия слово добровольчество. Год креативных индустрий, вставляем слово креативной индустрии, но при этом мы совершенно не понимаем, что такое креативные индустрии, то есть какие технологии мы предлагаем, как они будут внедряться, да, то есть в проекте это никаким образом не отражается. Поэтому убедительная просьба, пожалуйста, давайте отдельно отработаем по креативным индустриям, и вот здесь очень важно, может быть, это вообще отдельно глубокая тема, касающаяся, как интегрировать креативные индустрии в межнациональные отношения, то есть, ну вот именно вот в эту направленность. Как вы считаете, Михаил Юрьевич? Да, конечно. Ну, совершенно верно, я согласна. Что касается актуальности, вопрос действительно межнациональных отношений, он не может быть актуален сегодня однодневно, он действительно, это та работа, которая ведется планомерно, длительно, и профилактика тех же конфликтных ситуаций, она тоже должна заранее прорабатываться и вестись подобная работа. И насчет актуальности, да, мы действительно озадачены сейчас тем, чтобы этот проект как можно сильнее подкрепить актуальностью различными исследованиями и различными от министерства данными, и не только от министерства, статистическими данными. Это, безусловно, важно. Спасибо за комментарий. Еще один крайний, Екатерина, можно сразу пока вот дополнить хотела. Пожалуйста, и всем можете фиксировать на самом деле. Пожалуйста, очень важно, я об этом уже говорю несколько раз в эфире вам, убедительная просьба. А какие практики, вам тоже задам сейчас, Екатерина, этот вопрос, а какие практики из других субъектов Российской Федерации вы видели, и они вас вдохновили, и понимаете, что эту технологию можно вот внедрить у вас? Ну, вы знаете, вот у нас есть такие практики, и Омский дом дружбы народов, и в Хабаровске, и то есть множество других домов дружбы, и мне хотелось, вот почему я добавила слово, допустим, креативная индустрия, потому что мне хочется каждый из этих проектов, чтобы он был и в оцифрованном формате тоже. И, например, те же какие-либо мастер-классы, да, они бы проводились и дистанционно с другими домами дружбы или другими бы организациями из республики или из региона, то есть такие мосты, продолжить проект «Мосты дружбы», вот такого плана. Поэтому, да, зацепило меня слово «креативная индустрия», насчет этого вы правы, что это требует еще дополнительных с моей стороны знаний и распознаний этого термина. Да, я порекомендую коллегам вот в едином ресурсном центре тоже отдельно у нас есть и
скажем так, спикеры по данному направлению, да, и я думаю, что здесь как раз нужно вот прям отдельно, может быть, мастер-класс провести, вебинар по креативным индустриям, чтобы было понимание, да, что это такое, вот. Поэтому, Екатерина, я понимаю, что у нас очень ограничено время, вот, а у нас еще 3 выступающих, давайте тогда в частном порядке, да, уже следующий выступающий, мы вам желаем однозначно участвовать, и не только вам, а всем вашим, скажем так, организациям, да, с которыми вы партнеритесь, и инициативным гражданам, которые у вас хотят реализовывать социальные проекты, поэтому, пожалуйста, действуйте. Коллеги, у меня, знаете, какая просьба? Я вот тут все-таки, знаете, люблю разбираться. Я думаю, если можно, мы сейчас, наверное, попросим там, сотрудников единого ресурсного центра вот в этот фонд, пока мы все вместе с вами будем позвонить, все-таки спросить, могут ли участвовать автономные учреждения, учредителями которых являются органы власти, потому что вообще, исходя из положения, здесь написано про государственные учреждения, но государственным учреждением автономные учреждения вообще-то, строго говоря, не являются. Но у меня есть ощущение, что они это забыли. Но опять же, от того, что они это забыли, это не означает, что они могут дать обратный ход. Это, в общем-то, их проблема, что они это забыли. А может быть, они сознательно хотят разрешить. Вот давайте мы им... Сейчас сколько у нас времени? Время по Москве. Ну вот насчет вот такие вопросы, да, которые, как бы читая положение, да, есть некоторые моменты двоякие, их не понимаешь. И например? По вчерашним, допустим, вопросам директору фонда, он говорил, что они наоборот ждут инициативы с проектом, чтобы потом в последующем понять, вот как бы движение, куда двигаться дальше. И там вот где двояко, он говорит: сомневаетесь, все равно подавайте. Вот это был его ответ вчера, множество таких вопросов, которые вот по положению они... Я вам открою секрет. Ну, если есть спорные вопросы, вы их тоже задайте, может быть, мы на них ответим. Что касается, если они есть, что касается, ну тогда задайте. Это первый момент. Второй момент. Вы должны понимать, что любой создаваемый грант-оператор, это нормально и естественно, хочет существенного количества заявок. Это неплохо. Если вы напишете заявку и не выиграете, это тоже не страшно и не смертельно. Я понимаю, что мы вам чуть позже эту информацию точно дадим, потому что сейчас в Москве 8:40, вы уж нас спросите, мы еще не в полной мере, я там между Челябинском, Москвой и якутским временем ориентируюсь, но я думаю, что там часа через полтора мы коллегам позвоним и точно для себя выясним. Мне вот тоже интересно все-таки, как оно наверняка. Может быть, коллеги из единого ресурсного центра уже это сделали, тогда там они нам после это тоже скажут обязательно. А какие у вас еще вопросы по положению? Ну, у меня такие более узкие вопросы, вы знаете, вот, допустим, что касается творческих проектов, которые вот в среду, допустим, были вами озвучены как, казалось бы, одноивентные, да, одно мероприятие, там, концерт или, допустим, у меня есть заявка от руководителей детской студии эстрадного вокала, и они хотят сделать мюзикл, разработать его. У них есть уже один мюзикл есть, они хотят его продолжить, второй. И вот подают это на грант, заявку на этот грант. У меня вопрос такой, например, люди, которые будут, у них там в смете прописаны аранжировщики, сценаристы, например, сценарист создает либретто, я понимаю, сценарий, вот как прописывать, или им прописывать заработную плату, но в большинстве случаев такие люди берут просто гонорар, как бы за общий заработок, или же прописывать гонорар. Значит, как вы прописываете? Ну, во-первых, строго говоря, гонорар – это договор, который заключается либо между вами и физическим лицом, он может быть штатным сотрудником, может быть, и тогда это трудовой договор, срочный или постоянный. Но постоянный – это явно не ваш случай, он же на проект работает. Срочный тоже не факт. И вот смотрите, я приведу пример. Если есть конкурс красоты, мы сейчас не говорим, хорошее ли это мероприятие для гранта, мы теоретизируем. И в рамках этого конкурса красоты у вас есть человек, который каждые 2 дня по 2 часа работает, и это человек, который, там, я не знаю, господи, забыл, хореограф. Может это быть срочный трудовой договор? Да, может. И, возможно, так будет проще, акты никакие не нужны, налоги те же самые, не бойтесь этих срочных трудовых договоров.
И, например, проектный менеджер, который организует это мероприятие, это конкурс красоты, это точно срочный трудовой договор. Если это ГПХ, это глупо и не очень профессионально. Вместе с тем, у вас есть фотограф и видеограф на это мероприятие. Это точно не трудовой договор. Смешно, если вы их там каждый день у вас работают. Зачем? В этом случае с высокой степенью вероятности правильней, когда это будут договор ГПХ, если они не самозанятые. Если они самозанятые, тоже договор ГПХ, но там меньше налоги вам в едином ресурсном центре, потом подскажут какие, если это юрлицо, то 6%. Ну и, конечно же, нужно понимать о том, что вы можете заключить договор с ИП. Очень многие профессиональные специалисты, вы перевели пример именно таковую категорию, имеют статус индивидуальных предпринимателей, и тогда это будет в другом разделе сметы, там расходы на проведение мероприятий. Собственно говоря, напишите вы это гонорар за такую-то работу или оплата за услуги такие-то, это уже никакого значения не имеет. Но здесь надо исходить из юридической и бухгалтерской целесообразности, а даже из логики. Обоснование в рамках логики проекта, чем оно больше и лучше, тем оно лучше. Здесь еще, Михаил, знаете, вопрос такой, если я правильно Катерину услышала, касается... Здесь как идет постановка, репетиция, да, и показ этого, мюзикла, да, правильно я понимаю, Екатерина? Да, то есть подготовка этого мюзикла, она требует... А самое главное, какую социальную проблему-то решает этот мюзикл? Жанна Александровна, смотрите, я думаю, что в рамках конкурса, как я сейчас понимаю этот конкурс, признавшись в том, что я не смотрел вебинар, который провел директор, скажем так, некое понимание социальной проблемы, которые мы понимаем в рамках логики фонда президентских грантов, не в полной мере будет иметь отношение к этому конкурсу. Может быть, я не совсем прав. Поэтому я эту часть не очень комментирую в контексте того, что здесь для меня пока вопросов больше, чем ответов. Но в одном я уверен, что если этот мюзикл не то, что решает социальную проблему, но как-то имеет какую-то социальную составляющую, скажем так, шансов, что он будет поддержан, выше при прочих равных условиях. Можно скажу, допустим, мне бы хотелось сказать о том, что не стоит недооценивать проекты с таким мероприятием. Почему? Потому что подготовка к ним, она требует ту же самую репетиционную работу, например. Чтобы поставить танец, нужно найти мелодию для него, придумать движение, этим движением научить детей. Это все делается не за день, не за неделю, даже за месяц. Да? Этих детей подготовить, чтобы они были готовы выйти на сцену. То есть они должны знать все свои движения от и до. Их надо одеть в костюмы, разработать эскизы. То есть вся эта работа, да, она длительная. И потом, неужели не является актуальным то, что дети, занимаясь, например, целый год в танцевальном или вокальном коллективе, они изучают этот материал, учатся, приобщаются к искусству, они обретают новых друзей в коллективе, они занимают свой досуг. Это же, смотрите, это однозначно развитие подрастающего поколения. Однозначно не актуально. Объясню почему. Я сейчас специально говорю фразу не актуально, хотя она спорная. Но давайте сначала. Первое, особенно в логике структуры, в принципе, фонда президентских грантов, надо смотреть на то, есть ли социальная проблема. Во-первых, это полномочия муниципалитета в чистом виде и органов власти. Поэтому вопрос, почему фонд президентских грантов именно тут должен решать эту задачу. Хорошо ли, когда наши дети комплексно развиваются? Очевидно, хорошо. Здесь вообще разговора нет, этой дискуссии не подлежит. Является ли подобная работа частью, в принципе, воспитания ребенка? Является, в принципе, частью. Можно ли говорить о том, что это актуально? Не знаю, потому что есть ряд территорий, как Ханты-Мансийск, например, где так этих всех бесплатных сессий, клубов и так далее. Насколько их много в той территории, о которой мы сейчас говорим, условно, мы сейчас не дискутируем, вы же нас не убеждаете, насколько вы убедите в этом тех, кто есть в заявке, это вопрос. Теперь главное, вы описали очень много деятельности, которые никакого отношения не имеют к актуальности. Вы объяснили, почему это серьезная работа, и это обоснование сейчас было в контексте того, почему за это можно заплатить хорошие деньги. Наверняка, обоснование замечательное. Только вопрос в том, нужен ли этот проект, он остался.
есть понимание, что вот если нужен, то это действительно сложно и долго. Это мы поняли, в этом вы нас убедили. А вот насколько он нужен в реальности, и здесь нет никакой логики в том, что мы тут год работаем, а может можно это же за месяц сделать. Я понимаю, что нельзя. Вы правильно сказали, что главное не фестиваль. Фестиваль не самоцель, мероприятие не самоцель, это системная работа. Правда, тут тоже вам сейчас скажут, подождите, а этим всем занимаются, если это системная работа в течение года, преподаватели-то, наверное, на бюджетных ставках-то сидят. Да, они, и наверное, учреждения, то есть как бы получают госзадания, которые должны выполнить. Тогда вопрос, где пишутся цифры, то есть как бы или это формальные, то есть или это не хватает детей больше и учреждения там образования, культуры не покрывает всю эту необходимость. В общем, вопросов, прямо скажем, больше, чем ответов. Ну да, недостаточно средств. Даже если коллектив занимается на платной основе, тех родительских взносов недостаточно, чтобы, там, например, сшить костюмы на всю группу. Ну, здесь вообще вопрос очень спорный. Я могу сказать так, что если у вас... Те же записи тоже дорогостоящие. Если у вас коллектив занимается на платной основе, вы про это не пишете, а потом все это подаете в рамках гранта, это повод, не хочу никого пугать, для прокуратуры. Потому что по сути своей, вы в целях развития своей приносящей доход предпринимательской деятельности, коммерческой, с которой вы вообще-то налоги платите, но если, я надеюсь, они у вас платят официально все-таки, а это не что-то другое в карман педагога, то тогда получается история, что вы изначально, ну, как бы улучшаете жизнь там, сейчас я сформулирую правильно. То есть у вас доступ в проект, он должен быть равный для всех, понимаете? А здесь в проект попадают только те, кто члены коммерческой студии. Ну, это очень, на мой взгляд, спорная история. Нет, не только, конечно. Он направлен и на привлечение других. Вы нас не убеждаете. Вы учитываете это в рамках своего проекта. Вы просто как риски запишите, то есть как риски, учитывайте это как риски. Вот. И просто нужно ответить на это. Вот тот же самый мюзикл. Тот же самый мюзикл, например, вот он создался, допустим, показываться он может платно, хотя бы частичной продажей билетов, или обязательно это должно быть бесплатно? Есть разные... Или хотя бы 2-3 раза бесплатно, Смотрите, или 10 платно? Есть разные примеры, есть разные подходы. Я здесь встречал подход фонда, например, президентских грантов, разный, в разных проектах. Общий подход, ну назовем это так, не очень желательно. Насколько сейчас это запрещено, ну здесь, насколько вы это все еще пропишете проекты. Понятно, что чисто теоретически, ну я скажу так, если вы все это пошили и сделали, в проекте написали такое-то количество бесплатных раз, не писали, что их будет больше, не писали, что там будет за деньги, а потом на практике у вас был запрос и вы заработали на этом, тут нет нарушения. Если вы платите в рамках этой работы зарплату по проекту, это уже плохая история, точно. Второй момент, о котором вам надо понимать, ну, тут уже понимаю, заканчиваем, у нас еще несколько, еще несколько ребят. А второй момент, о котором вы должны понимать однозначно, что когда вы привлекаете людей в рамках вот таких каких-то платных услуг, иногда правильнее, если это какие-то, может быть, пожертвования или взносы, это уже немножко другая история. Я думаю, что если будет нужно, мы сможем отдельно оказать консультацию в каком-то дополнительном формате, там, по телефону, через единый ресурсный центр или еще каким-то другим образом, потому что при всем желании поговорить еще, понимаю, что мы иначе не успеем уделить внимание. Да, Екатерина, спасибо большое. К сожалению, не можем, дальше нам нужно двигаться. И Мастахов Сандал здесь с нами? Добрый день, коллеги. Мы представляем Северо-Восточный федеральный университет. Сандал, к сожалению, не смог подключиться, но подключился Барашков Дмитрий. И мы вам представим наш проект «Школа молодого бойца». Подождите, стоп. Подождите, теперь давайте сначала. Мы теперь точно хотим разобраться. Этот проект на какой конкурс планирует подаваться? Мы планируем на грант «Молодежи» или же фонд 30. Еще не определились. Ну, если по техническим причинам мы не успели на грант. Ясно.
Но фонд президентских грантов, вы понимаете, это другое, это юридическое лицо, это НКО сроком регистрации от 6 месяцев, если это свыше 3 миллионов, и от 6 месяцев, если 500 тысяч, свыше года, если вы хотите запросить более 500 тысяч. Пожалуйста, прошу прощения, что мы вас перебили. Ну, у нас некоммерческая организация «Добровольный народный дружина университет». Он уже действует с 2015 года. 2015 года мы его зарегистрировали как юридическое лицо. Замечательно. Давайте. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Здравствуйте. Барашко Дмитрий, и вам представляю проект школы Долгося. Видно? Ну, Да, если... да. Да. Мы хотим реализовать наш проект ежегодный. В проекте мероприятий посвящено ознакомлению активистов с историей, структурой и традициями особенностей ежегодного университета. Данный университет – это одна из студенческих организаций СУФУ и Народная дружина по охране общественного порядка Республики Саха-Якутия. Дмитрий, а можете вы не читать текст, а просто своими словами рассказывать? Мы текст прочитаем, то, что на слайде указан. Вот вы просто своими словами вот рассказываете. Вот. Просто вкратце. Хотим реализовать проект, чтобы вовлечь молодых ребят для добровольной работы. Так, в добровольчество, а по каким направлениям, каким образом? Следующий слайд. Давайте дальше. Задача проекта. Следующий слайд. Давайте, мы быстро читаем. Кстати, просите Задача проекта самообороне. организовывать обучение для ребят и проведение лекций. Давайте дальше. Давайте дальше. Все. Все, можно вернуть на задачи, наверное, нам оставить на задачах. Да. У меня можно вопрос. А вы как видите свою роль в этом проекте? Вещи свою роль. Да. Ну, у волонтера, участника, члена команды, организатора, менеджера. Как организатора. Анна, может быть, вы тогда расскажете? Я понимаю, что Дмитрия, наверное, попросили как зачитать текст презентации, потому что, а вы уже, наверное, в теме, и наша задача стоит не потому, что там разобрать, там в том плане, что оценить, оценки здесь сейчас поставить, чтобы дать задать наводящие вопросы, дать рекомендации, усилить ваш проект. Вам удобно будет, Анна, чтобы вы не суфлировали там сзади, а прям сразу отвечали? Хорошо? Да, конечно, можно. Отлично. Давайте. Вы студентка какого курса? Или вы преподаватель, или сотрудник? Я выпускница. А вы сотрудник? Да. Сотрудник университета. Ну вот, смотрите, нам бы вам что хотелось посоветовать, вот номер один. Ведь в некоммерческой организации могут быть и волонтеры, и студенты, Да. и преподаватели. И поверьте мне, ничего такого ужасного, ну там и гранты молодежи выигрывают люди до 30. Сейчас до 30, со следующего года до 35. Вам сейчас сколько, Анна, извините за некорректный вопрос, но тем не менее до 30, не надо его называть, вы сказать, вот до 30 вам? Да. Отлично. Ну вот это главное. Я буквально вот в этом году кончила университет. Ну вот в этом контексте
вы, ну вот честно скажу, лучше подавать грант от того человека, который его понимает, чем просто когда вот, ну, как бы найден какой-то человек совершенно замечательный, который, я уверен, что найдет свое место в команде этого проекта, но есть понимание, что презентацию делал не он. Вот, извините за правду матку, я где-то жесткий, Жанна Александровна, Ну, просто у нас ребята не смогли подключиться. это Ничего понятно. страшного. Ничего страшного. Мы же здесь не в критику, мы же сейчас не решаем дать кому-то денег, не дать. Наша задача подсказать вам, на что обратить внимание. И мы обращаем ваше внимание номер один на то, что если автором этого проекта или соавтором в какой-то мере являетесь вы, так и позиционируйте себя, ничего в этом плохого нет. Это совершенно не критично. Ну и пытайтесь везде правильно говорить ваше название. Я вот прочитал, что у вас Якутская городская общественная организация, добровольная народная дружина, университет. В этом контексте, почему это важно? Потому что если мы будем говорить о грантах, например, фонда президентских грантов или главы республики, гранты Росмолодежи — это другая история, я думаю, тут Жанна Александровна скажет лучше, чем меня, и тут ее экспертных компетенций гораздо больше. Это наверняка. Но если мы будем говорить о грантах президента, я вам точно могу сказать, важна репутация организации, устав и чем организация занимается. Нельзя, то есть насколько сейчас эта организация, у нас к вам вопрос, в уставе, это первый вопрос. А второй вопрос, в социальных сетях, на сайте, если он у нее есть, позиционирует себя как какой-то там добровольческий центр, что ли, или как-то говорит об этом. Если отдельная страница... Это именно добровольная народная Нет, мы теперь вопрос... Анана, нет. Вопрос такой. Если у вашей организации отдельно сайт или страницы в социальных сетях, или вы находитесь внутри сайта вуза? Есть страница в соцсетях отдельная. Теперь первый вопрос. Второй вопрос. Она посвящена, вот смотрите, добровольная народная дружина, она может разный смысл в себя включать. Все-таки, давайте так скажем, вот речь идет про какой вид добровольчества, если про добровольчество вообще, у этой организации? Это именно содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам. То есть наши бойцы занимаются... Это я понял. Безопасностью. Общественный правопорядок. Да, просто у вас половина презентации, она как бы вообще про добровольчество, а часть она с акцентом на самооборону, на подготовку бойцов, и поэтому здесь вот у меня немножко хотелось какого-то понимания. Сейчас мы поняли, что вы и работать собираетесь в направлении деятельности организации, это правильно с точки зрения самообороны. Может быть, тогда, если эта организация ведет такую деятельность, это и даже и лучше, что оно на конкурс НКО, потому что, насколько я понимаю, в Росмолодежи все-таки важно, чтобы был какой-то лидер, человек, у которого это именно его проект. Можно получить деньги, не скрою, но сложнее, когда есть явное прикрытие и фактически есть, так сказать, реально работающая организация, а какой-то человек делает вид, что он тут делает то же самое якобы сам по себе. Но это Жанна Александровна, наверное, скажет лучше. Да, смотрите, Анна, вот у вас замечательная уже есть практика, я думаю, да, правильно? То есть вы уже, в принципе, работаете в этом направлении, да? Да, работаем. Ага, отлично. Вот тогда как рекомендация была бы первая, вы покажите уже этот опыт, что у вас уже в состав входит, например, у вас сколько студентов общее? Вообще это направлено во вовлечение в добровольческую дружину именно студентов вашего вуза? Да, студентов нашего Отлично. вуза. Тогда сколько у вас количество студентов в вашем вузе? Дмитрий ответит на этот вопрос. Сколько бойцов? Нет, Студентов. Сколько студентов? Вообще в университете? Да. Да. Очников, дневников. Да, очников. Вот смотри, зафиксируйте себе, хорошо, не ищите сейчас информацию, это очень важно. То есть, первое, вы должны знать, сколько у вас студентов в целом обучается. Второе, сколько из этих студентов, из каких групп, из каких специальностей, то есть они у вас входят. Чтобы вы тоже понимали, да, сколько. Например, сколько, Дим, вот теперь отвечайте, сколько у вас входит в ваш состав? У нас в составе 150.
150 человек. Это студенты, вот чтобы понимать, первого курса. Вот прям это важно было бы, если бы вы показали в презентации, но опять не писать словами, а красиво оформив ее, да, цифрами, где-то указав, что, например, первого курса у вас 20 человек, там второго курса 40 человек, третьего там 30 и пятого там 15. Утрирую, то есть я просто примерно верно, то есть как бы, да, вам говорю. И вы тогда показываете, что, например, первый и там третий курс или наоборот третий там выпадает, не заходит, то есть вот не вовлечены или вот по таким-то специальностям не вовлекаются ребята. То есть нужно понимать, также знать, сколько девочек, сколько мальчиков, да, то есть чтобы было понятно, занятия это будут для кого, то есть проходить, для какого возраста, для какой физической подготовки, какое состояние здоровья должно быть, да, вот, что это дает и так далее и тому подобное. То есть вот этот анализ очень важен, то есть как бы, чтобы он у вас был, и тогда сразу будет понятно, потому что вы сейчас говорили абстрактно, и ни Михаил ничего не понял, и я, если честно, тоже ничего не поняла, то есть мы поняли, что да, кого-то вовлекать и что-то проводить будете, вот, но мы не понимали цифр, то есть сколько сейчас есть, как вы сохраняете, а это новый проект, он будет направлен на вовлечение. Я почему так тороплюсь, Михаил, я вот буквально 2 минуты, и, к сожалению, уважаемые коллеги, я вынуждена вас покинуть в связи с тем, что вот, к вам присоединится Ольга Анатольевна. Вот, и я поэтому сейчас быстренько выскажусь по этому поводу. Очень важно, чтобы, вот сейчас сразу по Росмолодежи сделаю вам акцент. Первое, подавайтесь. Вы можете сейчас участвовать в форумных кампаниях, именно в форумных кампаниях, потому что заочный конкурс, он уже, к сожалению, состоялся и уже объявлены победители, но есть форумные кампании, где вы можете заявляться и участвовать. Поэтому, пожалуйста, у нас будут и острова на Сахалине, и форум Амур, вот, и Байкал, и ряд еще других форумов. Поэтому, пожалуйста, конечно, многие онлайн будут проходить, но вы тоже можете принимать там участие. Я прям рекомендую подаваться. Обязательно запишите качественную видеовизитку вашего лидера, физического лица, да, то есть она должна быть яркая, понятная, четкая и говорящая о проекте. Второе, по показателям, которые я обозначила, то есть какая социальная проблема, сколько будет ребят и какой цикл мероприятий вы туда вовлекаете, то есть как бы обязательно. Софинансирование – это важная составляющая именно партнеров, что вам предоставляет университет, все это тоже перевести в финансовую составляющую, блок пересчитать и также указать в заявке. Вот, уважаемые коллеги, я уже вынуждена убегать, поэтому спасибо вам большое, надеюсь, что была полезна. Думаю, что Михаил и Ольга еще дополнительно прокомментируют и дадут рекомендации. Спасибо, Жанна Александровна. Я не сомневаюсь, что она наверняка ответит на какие-то вопросы в заочном формате, если они у нас будут. К нам присоединяется Ольга Анатольевна Вешникова, генеральный директор Единого ресурсного центра Республики Саха-Якутия. И мне бы еще вот в завершении именно разбора этого проекта хотелось бы обратить внимание, если вы позволите, на 2 аспекта. Во-первых, обязательно должно быть, что изменится. Вот у вас сейчас такое количество бойцов, а сколько будет? А почему нужно больше? Нужно ли их? Может, их столько не нужно? Может быть, изменится что-то в подготовке этих бойцов. Может быть, они получат дополнительные компетенции. Если получат, а зачем это нужно? Это все нужно аргументировать и доказать. Конечно, мы не можем в рамках такой непродолжительного времени провести вам полноценный мастер-класс и разбор заявки, тем более не видя саму заявку. Что я вам советую? Вне зависимости от того, на какой конкурс вы будете подаваться, культуры, фонда президентских грантов, грантов главы республики или Росмолодежи, логика социального проектирования, за редкими исключениями, едина. Поэтому заходите на YouTube-канал фонда президентских грантов. Если вы его не знаете, рекомендую подписаться. Самый простой способ — открыть сайт фонда президентских грантов, нажать на кнопочку YouTube. Там есть много разного видеоматериала, большая часть его я считаю полезным и совершенно замечательным. Но мой совет, с учетом уровня, честно скажу, пока не очень высокой проработки этих проектов, посмотреть видеоролики Владимира Татаринова. Они там идут по 2-3 минуты, их, по-моему, 13 штук. Начинаются они хэштег. Там 1, 2, 3 и до 13, вот с таким хэштегом, решеточком.
Они небольшие, они с презентацией, они емкие, они, как мне кажется, понятные. И я всем своим благополучателям, некоммерческим организациям, активным гражданам рекомендую начинать ввод в социальное проектирование именно с этого. Также, если захотите, у нас есть онлайн-курс текстовой, полностью бесплатный, он доступен на сайте grantygubernatора74.rf. Вы можете им воспользоваться, он не имеет прямого отношения к грантам президента или губернатора, важна сама суть. Да, пожалуйста, вы хотели что-то ответить? Спасибо за комментарий. Спасибо. Ну, Да, спасибо вам. еще есть YouTube-канал Единого ресурсного центра. От идеи до проекта. Это курсы и подготовка заявок и конкурсам фонда президентских грантов, гранты главы, Росмолодежь и так далее. Ну и я думаю, администраторы отправят наши координаты, да, куда можно напрямую обращаться, отправлять ваши проекты. И хорошо, если вы на консультации к нашим экспертам или ко мне будете записываться через портал. Это да. И если можно, следующее, Анна, подождите, не отключайтесь. Вот у нас следующий проект элиты Кимовны Протопоновой. Я так понимаю, это тоже участник вашей организации. Все верно, да? Вот, у меня вопрос. Там проект связан с развитием киберволонтерства. А предусмотрено ли это вообще там, уставом вашей организации или самими видами деятельности? Ну и то, и другое. Или просто хочется, но пока не знаете, в рамках чего вписать? Да, пока только так хотела. Ну, то есть, очень большая просьба. Если вы будете подаваться не на тему грантов физлиц Росмолодежи, хотя, кстати, этот проект мог бы там победить с высокой долей вероятности, то старайтесь, чтобы это было все-таки в уставе, хотя бы косвенно, лучше напрямую. И еще лучше, если все-таки какая-то деятельность будет реально проводиться этой организацией в этом отношении, иначе вам эксперты скажут, простите, при чем тут это? Универсальные организации, занимающиеся всем и вся никто не любит, ровно так же, как вы ведь, приходя в роддом, ожидаете там увидеть роддом, а не ЗАГС. Приходя в Дом культуры, вы очень удивитесь, если там вдруг увидите бассейн или наоборот. Это разные истории, они нужные, полезные, но они просто разные. А элита, тогда, наверное, вам слово, если вы с нами, конечно. Так, есть. А элита, с нами Вы ли с вы? нами? Если вы с нами, вы напишите в чат, если вдруг какие-то проблемы с включением микрофона или видео. Может быть, Анна знает и может нам ответить на этот вопрос, так как вы представляете одну организацию, один университет. Если нет, то тогда мы предоставим слово позже, если человек присоединится. А сейчас хотели бы предоставить слово Ухан Тихоновичу Андрееву с проектом «Волонтеры дружбы», «Волонтеры Победы». Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. К сожалению, не видно, но слышно хорошо. Хорошо. Из-за технических неисправностей видео не могу. Не страшно. Хорошо. Проект подразумевает собой именно волонтерское единение, общественное единение волонтеров под названием «Дружба». Она нацелена на продвижение именно дружбы между народами путем продвижения и популяризации их культуры в массах, например, выставки и так далее. Общий концепт такой. Актуальность вы можете сами увидеть, то, что бывает у нас в республике конфликты. Самый известный и масштабный из них это было в 2019 году. Несанкционированный митинг против деяния мигрантов по отношению к жительнице города. Также было исследование в 2011 году учебной точной лаборатории в условиях жизни и качестве проживания
других национальностей именно в нашем регионе, из которых 60% ответили то, что они испытали недоброжелательное отношение из-за их национальности. Можно следующий слайд? Ага, вот. Цель проекта – создание регионального волонтерского центра в сфере межнационального отношения волонтеров дружбы по сохранению и укреплению межэтнического согласия на территории Республики Саха-Якутия среди молодежи. То бишь у нас целевая группа будет именно молодежь. Ну, примерно кратко своими словами. Задачи тоже можете увидеть на экране. Смотрите, что бы я сделал? Во-первых, я бы обязательно приложил эти исследования или ссылки на них в проект, потому что мне сначала показалось, ну, как бы я вот сходу их не уловил, хотя то, что у вас есть такая база, это хорошо. Еще лучше, если все-таки будет что-то посвежее, там, может быть, не исследования, я понимаю, они проходят редко, ну вот какие-то письма, какие-то статьи, информационные материалы, ну хотя бы так года 20-19. Значит, я знаю, что такие исследования Институт гуманитарных наук проводил, СВФУ. И, кстати, материал, по-моему, за 2018 или 2019 год, и мы использовали эти материалы в своем проекте вот «Сайды», которые отправили на конкурс фонда президентских грантов. И это действительно было, ну, очень хорошим обоснованием актуальности. Да, это потому что, понимаете, 18-й, даже 19-й год, это не 11-й, потому что 10 лет назад, ну, настолько все поменялось, вам эксперты скажут, что этого недостаточно. Не потому что это плохо, просто потому что исследование 2011 года ни о чем не говорит. Могло стать как в 100 раз лучше, так и в 100 раз хуже, или остаться так же. Я вот сомневаюсь, что стало лучше. Но мы можем ссылки отправить, кстати, будем на связи с вами и предоставим эти материалы, которые, да, действительно мы... еще скажу, что мы использовали, знаете, в каком проекте, как раз по направлению межэтнические отношения, межнациональное отношение, и наша буддийская община «Лотос» подавала на конкурс фонда президентских грантов, и у них примерно ваша, наверное, в вашем ключе цель – это объединение народов, это дружба между народами, но там идея была такая, что представители епархии православной церкви, представители мусульманства и представители буддийских, значит, общин объединялись для того, чтобы прийти к консенсусу и как раз профилактике вот этих неблагоприятных, так скажем, событий, которые у нас имели быть. Это действительно шумевшая история была. В продолжении того, что сказала Ольга Анатольевна, я бы хотел сказать о том, что, на мой взгляд, в этом проекте есть два непременных условия. Первое – это наличие писем поддержки от органов власти, потому что поддерживать проект в столь тонкой тематике, не понимая уровень партнерства, очень маловероятно кто-то будет. Второе непременное условие – это детальнейшим образом прописанный календарный план, потому что идея, вопросов нет. А как сделать так, чтобы, не дай бог, хуже не стало от результата проекта? Что есть ряд мероприятий, и вот я бы хотел в рамках обратной связи, у нас немножко еще есть времени, с учетом того, что одна из наших коллег сейчас не может подключиться, чтобы вы нам в рамках обратной связи сказали 2-3 мероприятия, пожалуйста, не больше самых основных, которые вы хотите включить в ваш план проекта, которые должны помочь достигнуть задач, выполнить задачи и достигнуть цели. Мероприятия будут нацелены как продвижение и ознакомление культуры. Не-не-не. Смотрите, вы мне сейчас опять задачу говорите, а вы мне назовите конкретное мероприятие. Конкретно в парке культуры и отдыха имени такого-то, в месяце таком-то пройдет мероприятие на столько-то человек, где будет то-то, то-то и то-то. Ну, я сейчас утрирую. Например, День дружбы народов, совместное мероприятие. Планируем сделать совместное мероприятие с ДДР,
Дому дружбы народов и, например, это первое. А вот второе, например, майские праздники, майские мероприятия, это общая история, это и есть. Коллеги, Ну, я вам история, да. я вам Вот майские праздники. Я вам честно скажу, Совместно с Волонтерной Победой. очень сложно на это будет выиграть грант фонда президентских грантов. У меня есть такая традиция, вот, пока меня из Якутии еще не выгнали, надо об этом сказать. Когда ко мне приходят на консультацию, я всегда говорю, если вы хотите услышать, какие вы красивые, умные, замечательные, что, наверное, так, правда, вас мы не видим, но мы не сомневаемся, что это так, то вы можете поехать на вокзал, у вас вокзал, слава богу, есть, хороший, найти там цыганку, если нет, приезжайте в Челябинск, мы привезем. Дайте ей рублей 100-150, и она вам, погадая на ручки, скажет все, что вы хотите о том, какие вы хорошие, замечательные и прекрасные. Если вы приходите на консультацию, неважно в каком варианте, онлайн, офлайн, будьте добры, получите реальную обратную связь для того, чтобы поработать над своим проектом, над своей идеей, в своей организации и что-то улучшить. Иначе зачем вы тратите свое время прежде всего, и наше, в общем, тоже. В связи с этим, это я так оправдался, в связи с этим я бы советовал поизучать такие проекты в России, поизучать аналогичные поддержанные проекты фонда президентских грантов. Здесь был комментарий, что есть омская практика уже, и центры они хотят межрегиональные, да, сделать. И более того, ну вот, например, у нас одна из, очень мало таких организаций в области выигрывает, хотя есть. И одна из них выиграла грант, мне еще говорит, ну почему не у нас, в Минсоце. Они занимались в год, не юбилея, там, какой-то год связанный с Холокостом, просвещением того, что это было, почему там еврейский народ, Гитлер и так далее, и так далее. Но все их действие было направлено совместно и с религиозными, и с нерелигиозными организациями их тематики на то, чтобы вместе с другими национальностями проводить какие-то мероприятия, рассказывать. Они много работали, например, у нас с диаспорой, господи, скажите, я скажу, армянской, потому что там тоже был Холокост армян. Ну, в общем, в принципе, практически всеми, там, за редкими исключениями, признаны. То есть мы говорили по поводу того, что они занимались неким, ну, скажем так, привитием чувства толерантности. Не хочу никого обидеть, но я с трудом себе понимаю. Я понимаю, что 20 человек одних и тех же, которые будут участвовать в одних и тех же мероприятиях, в хороших и замечательных, наверное, это неплохо. Это хорошо, это молодежный актив, он должен быть. Актив молодежи каждого национального культурного центра надо развивать, который есть. Это все правильно. Но фонд президентских грантов, я думаю и полагаю, и как наш же фонд с теми же принципами, не очень-то это любит в чистом виде. Если проект из этого состоит, все-таки хочется, чтобы было какое-то наполнение, может быть, какая-то социальная реклама, тоже очень продуманная, чтобы от нее хуже не стало. Это тонкий вопрос, я это понимаю. Информационная кампания. То есть важно, да, не только участвовать в событийных мероприятиях, в каких-то ивентах, где, между прочим, вы можете раствориться среди, ну это День дружбы народов, это очень большое мероприятие. А вот и информационная кампания в соцсетях, среди молодежи, среди таких же, как вы, это тоже очень важно. И может быть даже если информация, то тогда молодежь очень хорошо и быстро снимает ролики, и почему бы не сделать какой-то конкурс или что-то такое. Да, пример. Можно вас? Да, я один пример приведу, если вы позволите, и потом вы обязательно ответите. Вот просто вам еще один пример. Все вы знаете, что ни один практически фонд не любит издание книг, ну, за редкими, может быть, исключениями. Но фонд президентских грантов поддерживал издание книги, их было 2 аналогичных. Не вспомню сейчас, какая НКО, к своему стыду. Такой тематики я расскажу пример, имеющий отношение к вам. Они нашли разных национальностей, практически всех, населявших территорию Советского Союза. Героев войны, разных, и забытых, и незабытых, и известных, и неизвестных. Нашли их прямых потомков и предложили им сфотографироваться в максимально приближенном, ну там, ракурсе, шляпке, там, одежде, ну вот тех лет, стилизованной под те годы.
И оказалось, что эти люди безумно на них похожи. Просто, если вы сделать такую же фотографию черно-белую, без всякой там мега-ретуши, большая часть очень похожа. И было интересно, что насколько это разные национальности. Повторить что-то такое в рамках гранта губернатора, например, гранта главы в Якутии, почему нет? Наверное, было бы круто. Представляете, сколько народов населяло и населяют Якутию? Кого-то переселяли насильно, кого-то в другие республики, наверняка. И показать, что вот они, мы едины, мы вместе боролись с общим врагом. Строили эту республику. Может быть, там не обязательно под войну, под что-то другое. Вот такие вещи, они объединяют, какие-то сделать презентации. И на это мероприятие с удовольствием придут представители любых народностей, любых конфессий, потому что тут нечего делить, в общем-то. И это мероприятие, оно будет и обособлено, и по него с удовольствием бесплатно расскажут все средства массовой информации. Или вот, например, такая история, я не знаю, если у вас, наверняка и улицы там тоже переименовывали, еще что-то, посмотреть, может быть, сделать. Сейчас у нас архивы различные в России любят делать фотовыставки. И мы сейчас себе заказываем, про гранта губернатора, но у нас есть такая же у архива, фотостенды не дешевые, 1300, вот вам зачем в грант, где есть постоянные обновляющиеся фотографии. И делать какие-то фотографии тоже про дружбу народов, на какой-то центральной улице, в парке, не знаю, городской среде Якутска. На тех же фестивалях и на тех же событиях, которые можно привозить, но мне понравилось, что я видел эти стенды, они переносные, но они с подсветкой, они могут быть и стационарными, то есть не обязательно их убирать, прям такие, я могу отправить стенд по всей России, в Ханты-Мансийске я видел такие же стенды. Еще изобретать велосипед с квадратными колесами, московская фирма замечательно делает. Но вопрос в том, что наполнить все это теми смыслами, той логикой, о которой говорите вы, найдя каких-то партнеров, софинансирование, может быть, вот это было бы классно. Может быть, сделать фотовыставку, я сейчас тоже фантазирую, детство, и сделать фотографии, в том числе в народных костюмах детей. Потому что, вы понимаете, детей любят всех. Хотя мы понимаем, что там мигранты, не мигранты, но я вас говорю, что даже фотографии маленьких играющих детей, опрятных, естественно. Вместе в одной песочнице. Да, условно. Они не будут вызывать негатив просто ни у кого. Это совершенно точно. То есть, может быть, даже для детей делать какие-то мероприятия такого рода. Может быть, сейчас это сложнее, хотя, опять же, может быть, вы онлайн сделаете какую-то, я сейчас фантазирую, это уже сложнее, онлайн какую-то ярмарку, коли у нас тут такая ковидная история, где разные представители, народные умельцы смогут чего-то продавать. Я хочу сказать, что я потрясен, насколько обширно, я читал вчера в интернете, и многогранно творчество людей, населяющих Якутию. Но мы были на Ленских столбах, китайские сувенирчики-то, если честно, там продаются. А хотелось бы местные. А это ведь тоже, в общем-то, вопрос-то, если честно, и к местным умельцам, и к тем, кто этим вопросом занимается. Поэтому мой вам совет, продумайте разные эти моменты. Приходите обязательно за консультацией в единый ресурсный центр. Изучайте международную и региональную, межрегиональную практики. Но помните, что все-таки главное, чтобы цель реально достигалась. Эксперты не дураки. Они читают вашу заявку и видят, чего там написано. И если вы сами понимаете, что это для того, чтобы потусить, эксперт подумает то же самое. Спасибо. Что-то вы хотели сказать, ваш комментарий, пожалуйста. Я хотел сказать именно то, что вы только что сказали. Например, у нас было, я не успел сюда ставить календарный план. Там у нас есть мероприятия, например, те же выставки, например, ярмарки и так далее. Для этого нам нужны волонтеры. Эти волонтеры будут именно рассказывать о культуре какой-нибудь национальности, если их не будет, вместо них представлять их, например, на ярмарке или на выставке. У нас полно таких мероприятий, например, в планах, например, по национальным праздникам, например, тематическая выставка или ярмарка, или какое-нибудь информационное продвижение в социальных сетях. Вот.
Это здорово. Я вам еще дам один лайфхак такой. Вы знаете, если вы хотите узнать, что правду думают о вашем проекте, вам надо найти какого-нибудь знакомого, далекого от НКО, от некоммерческого сектора. Ну, если в вашем случае брать, не представляющего там какую-то яркую там, национальность, вернее, как не представляющего, человека такого вот, вне национальной культурной среды, назовем это так, да, неважно, кто он там будет по национальности, по паспорту. Показать ему ваш проект, не говорить о том, что его писали вы, сказать, знаешь, вот у меня тут в команде есть человек, приврать немножко, который вот написал, что-то меня смущает, не все мне нравится. Почитай, пожалуйста, скажи честно, что ты думаешь. Вы узнаете правду. Если вы скажете, я 5 дней не спал, надеюсь, вот я всю душу, все сердце в это вложу, какой ваш приличный, замечательный друг, пусть даже не из некоммерческого сектора, вам правду скажет. Он скажет, господи, какая мне разница, скажу что-нибудь доброе, то он со мной общаться перестанет. А если вы ему не будете говорить, вы знаете, Эльдар Рязанов, кстати, его киноклуб, сейчас руководит им Олег Митяев, собирается участвовать как ИП в конкурсе грантов фонда президентских грантов в сфере культуры. Так вот, он, вообще-то говоря, своему великому композитору, соавтору, всегда говорил, что это там то Блейк написал стихи, то еще кто-то. Он говорит, вы же мне иначе правду бы не сказал, чушь я написал или не чушь. А так все влюбились в стихи Блейка, извините, теперь уж никто не скажет, что я бесталантный. Вот в этом отношении, мне кажется, в эту сторону тоже очень надо думать. И я хочу... Еще вопрос. Да. Можно ли этот проект связать с фондом культурных инициатив? Честно, нет. Вернее, давайте так. Косвенно, конечно, реально это возможно. Можно провести праздники, можно, так сказать, чем ваш ИСЭК, например, глобально не подходит под эту историю, да всем подходит. Но вопрос в том, что там в положении очень четко прописано, что для них важна определенная составляющая и ценность именно культуры. То есть культура должна быть не только способом решения проблемы. У вас сейчас это способ, один из способов. Общественная значимость у них такой есть критерий. Значимость общественная это как раз тут может быть и есть. А ценности с точки зрения творчества пока вряд ли. Но если у вас там будут участвовать высокохудожественные коллективы, неважно, представляющие какую национальность, какой культурный центр, тогда да. Но вам тогда надо привлекать профессиональных режиссеров, прям продумывать эти мероприятия с разных сторон. И с точки зрения социальной значимости, я об этом много сегодня уже говорил, но и с точки зрения того, чтобы это было, я сейчас профессиональным жаргоном скажу, вкусно. Мероприятие, которое должно быть сделано вкусно, нельзя организовать на коленке человеком, который это не делал. Он должен привлечь к себе в команду суперпрофессионалов в этом отношении. Иначе эксперты Фонда культуры поймут, что это с точки зрения культуры не представляет. Давайте я сейчас скажу. Должна быть художественная ценность. Не только художественная. Но еще и художественная. Согласна абсолютно. И тут подтверждение того, что Михаил ранее говорил о том, что покажите другу. Действительно, такой случай в жизни и не один раз был, когда мы разрабатывали свои проекты и планировали их отправить на конкурс от фонда «Семья для ребенка», на конкурс фонда президентских грантов. И Михаил как раз был здесь и проверял те проекты, которые не прошли и не были выиграны. Это очень важно, сделать разбор полетов на берегу, экспертизу, сделать работу над ошибками, докрутить, доработать проект, да, и уже более такой совершенный и вкусный, как говорит Михаил, отправленный. И перед отправкой в следующий раз, уже перед тем, как отправить проект на конкурс, мы показывали именно Михаилу. И это очень здорово, потому что когда особенно очень долго трудишься и занимаешься социальным проектированием, как бы замыливается глаз, и ты уже, вроде бы все красиво написано, вроде бы мы все такие молодцы, но эксперт может по-другому оценить. И вот это то, о чем говорил Михаил, взгляд друга со стороны. Но, кстати, и мы, единый ресурсный центр, ведь делаем экспертизу, он всегда ценен и важен. И примером может послужить, вот сегодня мы открывали нашу площадку, да,
утром клипом Алисы Долгуновой. Ведь она к нам пришла за 3 дня поездки на Тавриду, за 3 дня. И у нее был в голове проект, но вот этих вот нюансов о том, о чем говорит, не проработана была до конца, так скажем, заявка, логика отсутствовала. Она виртуоз, она играет на хамусе и готова поделиться этим с другими представителями молодежи именно в Арктике, ну, так как она является, кстати, профессионалом с образованием Гнесинки и преподает СВФУ, что очень важно и ценно. И вот эксперты, посмотрев на, ну, во-первых, мы помогли, наши эксперты, Дмитрий Куприянов в частности, и Айталина сделала ролик, докрутили, сделали проект совместными усилиями при, конечно, ну, наверное, 80% участия самой Алисы, но самое главное, эксперты, и мы видели запись очной защиты ее проекта на Тавриде. Во-первых, это должна быть презентабельный должен быть проект. Если мы его отправляем на бумаге или онлайн, то мы только можем в видеоролике прикрепить какие-то материалы, что мы уже делали и что мы имеем. А когда очно, если вы свой проект отправляете на Росмолодежи, идете на очную защиту, то вам точно нужно быть презентабельной. И в чем успех был Алисы? В том, что она была в национальном костюме, и в конце она именно продемонстрировала свою виртуозную игру, и эксперты, ну, на 100% ей поверили, что это будет. Да? И также вот в проекте очень сложно рассказать, что мы умеем, что мы хотим, показать нашу мотивацию, что это действительно идет от сердца, и мы уверены в успешной как бы завершении, реализации и, главное, успешных результатах качественных, количественных проекта, поэтому нужно уметь вот красиво оформлять, и вот это слово «вкусно» мне очень нравится, и художественно, и, конечно, с нашим различным колоритом, и всегда есть возможность к заявке прикрепить фотографии, видео, презентации и так далее. Еще какие-то у вас вопросы есть? Вопросов пока нет. Пока нет. Ну, отлично, мы желаем вам удачи. И, в принципе, если вы через наш портал запишетесь к нам на консультацию, точно, ну, мы с вами более подробно разберем, посмотрим ваш календарный план, это тоже очень важно. И я тоже за то, что вот предыдущий в чате была информация о том, что такого рода проекты и центр уже существует на Омской земле, и они готовы тиражировать. Вас вдохновил? Отлично. И это здорово, и можно с ними выйти, и нужно на связь, если уже вышли, это тоже очень здорово, и в партнеры вы можете взять в том числе из других регионов, мне кажется, это вообще красивая история, особенно об этом, кстати, до обеда Михаил говорил, что, да, это очень важно, и межрегиональные проекты такого уровня в том числе. Ну, я надеюсь, коллеги, вам было полезно встретиться сегодня на нашей площадке с Михаилом, с Жанной и со мной, в том числе Надежда вам дала информацию о уже завершающемся конкурсе «Неравнодушный гражданин». Принимайте участие. В области культуры там не так много активных граждан направили. И вы знаете, что этот проект именно дальневосточный, он стартанул в Приморском крае, а теперь он на Камчатке, Сахалине и в Якутии. И, надеюсь, на гражданском форуме в августе этого года мы подведем итоги, и здорово, если у нас будет выбран неравнодушный гражданин в области культуры в том числе. И, ну что, коллеги, если нет вопросов, и читайте очень хорошие реплики, и уже предложения есть о сотрудничестве, и я думаю, что мы будем продолжать эту тему, это очень здорово, и нам Жанна 23 числа на Мировом кафе советовала
тематические делать встречи. У нас сейчас такое происходит, не все подряд, а именно вот культура, молодежь, межнации и так далее. Давайте мы будем продолжать эту историю. Мы можем запланировать еще различные марафоны, не только летние, но осенние, зимние, весенние. Давайте продолжать. Нам, кстати, очень понравилось это слово. Оно очень динамично и приводит к результатам, мы это видим. И я благодарю всех участников. Надеюсь, мы были полезны вам. Все материалы, образовательная часть размещена на YouTube-канале, на сайте Единого ресурсного центра. Благодарим и ждем в гости снова наших уважаемых экспертов федерального значения. И в завершение я бы хотела продемонстрировать тот ролик, который родился у нас буквально за эти дни. Пожелать всем успехов, мира, добра, любви, красоты. Берегите себя. Спасибо и всего доброго, и благодарим за возможность быть с вами эти дни. Ура!